еще раз, 5 факторов дают 80% инсультов. Кстати, есть статистика прошлого года, что 80% россиян имеют хотя бы один фактор инсульта. 80%. Давайте на них посмотрим еще раз. Артериальная гипертония, курение, абдоминальное ожирение, нарушение диеты и нерегулярная физическая активность. Все остальное – алкоголизм, кардиологические проблемы, генетика, диабет, стресс – все далеко внизу. И вот тут я верну ваше внимание к тем слайдам, где мы видим, насколько удручающая картина по смертности в Российской Федерации. Вы сказали образ жизни, я с вами соглашусь. Страны Евросоюза в свое время, лет 15 тому назад, сделали такой очень мощный посыл, крен в развитии высоких технологий в медицине. И взмыли в Париже, в Бирмингеме, в Лондоне, в Берлине вот эти прекрасные корпуса с интервенционной кардиологией, нейрохирургией, онкологические центры. Здорово. Напичкано оборудованием. Сделано очень много всего, но кривая смертности не поплыла вниз. Они задумались, а в чем дело? Как быть? И они направили свои усилия куда? В профилактику. В профилактику. В то, что менее всего видно. Корпус-то виден, красивый. Можно ленточку перерезать. Вот в России, к сожалению, вот так вот, да, придут и скажут: так, ну давайте с фанфарами, с цветами открываем новый корпус, того, другого, третьего, новый компьютерный томограф купили. А профилактика, она мало видна. Вот сейчас она происходит в данный момент, в эту секунду, 23 сентября 2021 года. Я занимаюсь первичной профилактикой инсульта в этой аудитории, которая потом, я на это очень надеюсь, вы перенесете это в свои дома, к своим близким. И я отношусь к вам и говорю сейчас не как со студентами прохладной жизни, которые там шустрят, сидят где-то на галерке. И, кстати, поэтому я перевел вас сюда, потому что это одна из самых важнейших лекций за весь курс нервных болезней, которые мы читаем. И я, поверьте, знаю, о чем говорю, потому что прожито и пережито очень много, и связано с этой тематикой. Вы не встретитесь там, может, с менингитом никогда, с энцефалитом, а вот с этой темой. Точно. Кривая стала падать в странах Евросоюза. Кривая смертности. И те, кто из вас приезжает в столицы мира, видят, как люди в выходные дни выходят в парки, как оглашенные, тайцзюань, йога, бегают. В Лондоне человек бежит, обеденный перерыв, он подтянутый, бежит в обеденный перерыв по этим улицам Сити. Думаешь: господи, чего так? В Гайд-парке бежит, в Тиргардене, в Берлине тоже. Там зайцы мимо него пробегают, и нет никакой точечной застройки в центре города. Никто не ставит там огромные какие-то офисные здания, молы, типа Казань-молл и так далее. Никто. Сохраняется парковая культура, потому что людям надо куда-то выйти, позаниматься, пообниматься, побегать за этими зайцами, покормить белок в гайд-парке, который рядом с тобой. Там и выездка есть. Я все думал, почему так? Прогулочная дорожка асфальтовая. Поуже грунтовая для бегунов, которые бегают. И широкая дорога, вот почти такая же, с мягким грунтом, типа песка. Выездка. Люди в гайд-парк привозят своих лошадей, одевают кепи, одевают костюм, садятся на лошадок и катаются на них. Для нас это... Ну, это Великобритания, Англия, сэр. Там, где газон... Чего его вырастить-то? Ерунда, вы же знаете эту историю с газоном. Что ты его растить-то? Стрижешь, поливаешь, и так 300 лет всего. Нам до эти 300 лет еще дойти нужно, чтобы осознавать, когда я рекомендую своим пациентам зрелого возраста: возьмите палки в руки для скандинавской ходьбы. И, кстати, ролик тоже есть на эту тему. И пойдите. Знаете, что мне эти говорят? Ну что, я стесняюсь. Я говорю: а чего стесняетесь? Вы взрослая женщина. Уже взрослая женщина, у вас стеснялка уже отбоялка, и боялка отбоялась уже, и отвалилась стеснялка. Это вот вы, девочки 20 лет, можете стесняться до дрожи в ладонях и мокрых с каплями пота ладошек. Вы можете стесняться. А женщина взрослая, когда уже пожила, повидала, посмотрела, поошибалась, что стесняться-то? Господи, как вы говорите? Нет, ну скажут, что я, как дурочка с палками иду. Я
Странный вы человек. На самом деле это очень хороший способ даже для людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сохранить работоспособность сердечно-сосудистой системы и сделать адекватную и оптимальную нагрузку. С имеющимися проблемами суставов, с излишним весом. Не надо бегать как оглашенные, это не нужно, тем более по асфальту. Это дурное дело. Я могу говорить это объективно, потому что за спиной у меня 2 полных марафона, и это совершенно не нужно. Я действительно бегал в каждом городе мира, мои кроссовки побивали и Южную Америку, и Южную Корею, и страны Европы. И в каждой, кстати, стране есть место для бега. Вы знаете, в какой стране нет нормального места для бега? Маленькая Российская Федерация. Страна очень маленькая. Очень маленькая наша Российская Федерация, такая страна, в которой вот очень трудно создать парковую зону. Там, чтобы люди побегали. Нету. Когда кольцо организовывали вокруг Кабана, я говорю, что вы делаете-то? У нас был с депутатами Госдумы на ТНВ круглый. Ну, сделайте там по-нормальному, чтобы дорожки были для бегунов. Не просто вот люди ходили, толкали перед собой детские коляски или стояли, обнявшись, блаженно смотря на кабан. Ну, чтобы люди могли заниматься активно физическими упражнениями. В Барселоне это есть, в Берлине это есть. Везде это есть. В Дании, где Дания и Россия. Но почему-то в Дании, в этой огромной для физической культуры страны есть, а в России, маленькой страны для физического воспитания, этого нет. И отсюда те самые цифры, в том числе высокой смертности в нашей стране. И это большая серьезная проблема, с которой мы пока толком сделать ничего не можем. Потому что ментальность